Я уже ехала, когда в такси, уже видела со светофора, что все, пламя, да. Да, вот Ну, сейчас они у в меня школе ребенок в были. школе. Он остался в одной рубашке. Хотя бы Наши дети крышу хотят над жить. головой. Эти кадры были сделаны в апреле 2022 года. Тогда жители многоквартирного дома на улице Демирджева, дом 35 в Гагре, в одночасье остались без крова. Двухэтажное здание барачного типа полностью сгорело. Предположительная причина пожара – замыкание в электросети. Злата Симонова на тот момент воспитывала двоих детей. Она всегда мечтала об улучшении условий проживания, переезде в благоустроенное помещение, переселении из аварийного дома. И вот спустя время ее мечта сбылась. Благодаря поддержке администрации Гагрского района Злата переехала в двухкомнатную квартиру в микрорайоне Аспа. Буквально 5 месяцев назад родила дочь и вместе с супругом обустраивает квартиру. Нас расселили в гостиницу, мы 1,5 месяца прожили там, потом на Гудаутскую улицу. Нам все отказывали, и когда ребенку потребовалась справка с места жительства, мы потерялись. И после 2-3 месяцев я получила уже квартиру нынешнюю. Здесь что-то они и сделали так, что у меня здесь была вода, свет, горячая вода, чтобы я зашла и жила. Администрация очень много мне помогает. Сейчас занимается финансированием моих окон. Я очень ей благодарна. Исполнились все мои мечты. В апрельском пожаре пострадала и семья Романа Качарина. Администрацией Гагрского района им было выделено 750 тысяч рублей. В селе Псахара на эти деньги выделили участок земли и построили небольшой домик. Все необходимое для жизни в семье сегодня есть. В общем, чем смогли, помогли, без крыши не оставили. В доме сейчас мебель вот потихонечку обустроим. Так, главное, крыша есть, вода есть. Благодарим главу администрации за то, что оказали помощь, не отвернулись, стали рядышком. Спасибо им большое за это. При администрации Гагрского района с 2022 года работает программа по улучшению жилищных условий. За это время более 50 семей получили адресную помощь. На самом деле хочется отметить, что количество обращающихся очень много, количество заявлений много. Безусловно, мы стараемся в первую очередь рассматривать льготные категории людей. Это ветераны войны, это семьи погибших, это многодетные, малоимущие. По каждой семье мы проводим анализ, собираем соответствующие документы, и такая работа проводится. На самом деле хочется помочь каждому и всем. И до той семьи, до которой пока не дошла помощь государства, кажется, что ничего не делается, может быть, но однако же вот количество людей, которым оказана помощь, и общее финансирование показывает, что за эти годы немало семей получили адресную поддержку государства. В 2022 году 8 семей получили финансовую помощь. Общая сумма более 5 миллионов рублей. В 2023 23 семьи, это около 9 миллионов рублей. А в 2024 уже одобрено 13 заявлений. На эти цели выделено 2,5 миллиона. В августе текущего года сгорел частный дом семьи Буюклян в селе Алахадзе. 3 несовершеннолетних детей остались без крова. Для оказания помощи пострадавших отдел культуры администрации района организовал благотворительный концерт ансамбля «Керас». Собранная сумма в размере 200 тысяч рублей была направлена адресатам. И администрация района не осталась в стороне. Она выделила семье Буюклян 300 тысяч. Материальную помощь получила и ветеран войны Ирина Мамедова. Я жила, квартира у меня была совсем разбитая. Здесь ничего не было. Ни полов, ни воды, ни света, ничего не было. Вообще, вот, после пожара все сгоревшее. Все это я сама счищала, все это убирала. Все вот как бы, ну, самой мне тяжело было, конечно. Я сама инвалид 2-й группы вот, войны. На нашу пенсию, сами знаете, далеко не потянешь, сама не потянешь, чтобы все это сделать. Я обратилась, а мне спасибо большое нашему главе Юрию Львовичу, спасибо Хане Владимировне, то, что они оказали помощь, поддержку, они мне выделили материальную помощь. И вот как бы я потихоньку, вот в прошлом году штукатурку делала стены, вот все заштукатурила. В этом году вот сделала вот
полы сделала, там потолки, где-то еще сама подрабатываю, где-то сын еще подрабатывает. Ну и спасибо большое, конечно, без внимания, без их помощи я бы, конечно, не достигла бы такого бы уровня, как вот сейчас достигла. Сейчас хоть хотя бы можно уже элементарно, более-менее как-то жить можно. А то вообще цементом дышала, вот это вот стяжка была, вот пыль, грязь, все. Еще я хочу тоже сказать, то, что материальную помощь мне еще и уделили вот эта наша церковь, вот Борис Мугба. Администрация района не остается в стороне и в закладке фундамента. Ян Кучубери, участковый в городе Пицунда, женат, воспитывает сына. Он давно хотел на имеющем участке построить дом, развести хозяйство. Однако одному осуществить мечту было сложно. Тогда он и обратился за помощью в администрацию. Пользуясь случаем, на самом деле, хочу поблагодарить Ачба Саида, который мне вообще изначально посоветовал обратиться к главе города. Также хочу большое спасибо сказать за оказанную помощь Хани Гунба, которая тоже очень внимательно меня выслушала, поняла все мои проблемы, столкнулся с сложностями жизненными, по которым, получается, вот, жилищные условия оставляли желать лучшего. Объяснил свою ситуацию, что собираюсь вот на имеющемся у меня участке построить дом, в котором создавать свою семью. Выделено было мне 300 тысяч рублей, которые вот я потратил вот на расположенный позади вот фундамент. Дальше уже своими силами буду стараться. Рядом очень много друзей, товарищей становятся, которые тоже оказывают помощь. Научный сотрудник РРНП Астана Ристава со своей семьей более 17 лет живет в съемной квартире. В 2023 году администрация района выделила и им квартиру в микрорайоне Аспа. حمتدوك بس يحزق قرص بحاي زبانزر عارف سشرقي شاس وتصرخ تالوس زوت هند كارج سيزدروت يحتقل زعش بسنيشقو ويقرح شبه حقو نحتشن تونا حق زم بيتصرار استخوز جي نريد خار بيبش هرا حال رخيت يتبوب رخصك سويانو قد سراي بش رسالخون كنا سبش مجي جاخريبش شقصوص لخيت خوش كورات زرزيحنا وبرزيحنا حال رخت سويانو قد أود أيش زمكانا месяца старах из Банзрашас, Администрация района будет и дальше продолжать работы по улучшению жилищных условий для жителей Гагарского района. Сария Кварацхеля, Даур Цулуки, Абхазское телевидение.